Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмилlah, альхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху саллям. Аллахума шрах ли садри, ва яссир ли амри, ва ахлюл уqдата мин лисани яфқаху қавли. Аллахума аллимна ма янфауна, ва анфана бима алламтана, ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма алламтана, иннака антал алимул хаким. После этого, инша Аллах, мы сегодня проходим книгу «Украшение искателя знаний». Мы дошли до главы 17 «Получение знаний от шейхов», что это является очень важным, получать знания от шейха, от устаза. Как арабская пословица говорит: «Ман ла устаза лау фа устазу шайтан». У кого нету устаза, у кого нету шейха, то есть знающего человека, наставника, кто наставляет его на правильные знания, на правильный путь получения знаний, приобретения знаний и практики этих знаний, то они говорят, что у него есть шайтан, тогда сам дьявол, если у него нету шейха, баракаллаху фикум. И читает нам брат Ахмад, инша Аллах. Ассаляму алейкум. Алейкум салам ва рахматуллах. Шейх, загрузится. Сейчас. Глава 17. Получение знания от шейха. Основным способом приобретения знания является его передача посредством устного разъяснения, восприятие его от учителей, сидение с постоянно нахождением шейхами, взятие его из уст, а не из свитков и глубин книг. Первый способ представляет собой взятие близким от своего близкого, обладающего даром речи, то есть учителя. А второй способ – это взятие от книги, которая представляет собой безжизненный предмет. А разве может возникнуть преемственность, цепочка передачи, близость и родство с предметом? Подожди, брат. Сказано. Имам Шафи что сказал? «Ман ахазаль усуля мин бутун ли кутуб», в таком смысле он сказал: тот, кто взял основы религии из книг, факад дайяр ахкам, он сказал, то есть он потерял шариатские ахкамы, то есть он не приобрел, как нужно правильно приобрести знания ислама. А представляете, те, которые ищут, допустим, скажем, в интернете, не имея основы знаний, начинают искать в интернете в свои касаемые какие-то вопросы, болезненные какие-то вопросы у них есть. Они пишут как простолюдины, как называется, авам. Они пишут в интернете, они находят потом в интернете ответ на этот вопрос. И они потом этим вопросом, который ответил ему интернет, он убеждается, думает, что он правильно это взял. Однако его приобретение этих знаний было неправильно. Баракаллаху фикум. Нужно было получать знания через шейха. Нужно было получать. Шейх имеется в виду знаток, который разбирается в этих знаниях непосредственно. Бывают специалисты по хадисам, бывают специалисты по фикху, бывают специалисты по истории. Да, по истории. Некоторые не специалисты по истории. Например, имам Ибн Кафир, он был так же, как муфассир, также мухаддис он был, также он муаррих был, историком он был. И другие основы знал, он знал, и фикх тоже он знал. Баракаллаху фикум. И так много таких ученых, и он был учеником Ибн Таймия. Баракаллаху фикум. Итак, что я хочу сказать? Имам Шафи нам говорит: получайте знания из основ. Откуда? Основу получаете от шейхов. То есть через шейхов у тебя перед тобой книга и шейх. И шейх тебе объясняет эту книгу. Получаете таким образом знания. Иначе, если не так будете получать, есть опасность, что у вас или нас заблудит эта книга. Сколько сегодня стало заблужденных людей? Читателей книг, сколько их стало? Они любят разукрашивать свои книги полкой, то есть полками, ставят полки, разукрашивают свои полки книгами. Однако эту книгу, 1, 2, 3, 10, сколько книг ты прошел шейхом, это очень важно знающим человеком, который разбирается непосредственно в этом науке. Как имам Шафи сказал: тот, кто не берет основы из уст шейхов, тот потерял шариатские постановления, имеется в виду. Читай дальше. Сказано:
один, тот и выйдет один. То есть, если человек вступает на поприще приобретения знаний без шейха, то он выходит без знания. Потому что знание – это ремесло. И как каждое ремесло, оно нуждается в мастере. И обучение ему непременно требует наличия опытного учителя. Это утверждение практически является предметом единодушия ученых. Несогласные с ним представляют собой немногочисленные исключения, отклонившиеся от общего мнения. Среди них Али ибн Ридван аль-Масри ад-Табиб умер в 453 году хиджры. Ученые как в его время, так и после опровергали его позицию. Аль-Хафиз аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, рассказывая о его биографии, писал: у него не было учителя, он был занят приобретением знания из книг и написал труд о том, как можно стать специалистом при помощи книг, и что посредством них можно добиться большого успеха, чем посредством учителей. Однако, это ошибка. Подожди, брат. Сейчас некоторые, как говорится, или завистники, или невежественные люди, думая, говорят они про шейха Албани, что у него нету учителей, что он брал книги, то есть брал знания только с книг. Это клевета на шейха. На шейха Албани это клевета. Баракаллаху фикум. Возвращайтесь и послушайте. Шейх Салиха Мунаджида есть 2 кассеты. Лекции есть про шейха Албани, объясняет он про это тоже, баракаллаху фикум. И других шейхов объясняют они, что были у него учителя или нет. Как будто у него не было учителя. Его отец был его учитель в первую очередь. Его отец был муфти Албани был. Его отец муфти Албани, когда во время коммунизма они переселились после этого в Сирию, когда ему было 9 лет. И в то время тоже отец ему преподавал. И он брал своего отца грамматику, ханафитский фикх он брал и другие, как говорится, науки, да, разных видов наук. И в то время, после этого, он и Албани учился в Сирии и брал также у других шейхов, брал, читал, изучал. Читай дальше. Я прошу прощения, выпивает. Ас-Сафади в книге Аль-Вафи привел подробное опровержение этого мнения. Погромче читай, погромче. Аль-Ихья, тут не арабское написано, да. Его слова. Привел высказывания целого ряда ученых, указавших на несколько аспектов ошибочности мнения Ибн Ридвана. Среди приведенных им высказываний слова Ибн Бадляна, опровергая утверждение Ибн Ридвана, он говорит: в 6 книгах есть ряд вещей, которые мешают получению знания, и которых нет у учителя. Ими является искажение, возникающее из-за похожести букв и отсутствие разъяснения произношения. Как, допустим, некоторые... Взгляда, подожди, брат, подожди. Как, допустим, искажение, возникающее из-за похожести букв. Некоторые думают, буква С, С английская, или на украинском С, или другие С, других языках. В арабском языке думают одна и та же, как будто буква С. В арабском языке они думают, что есть 3 буквы С. Это неправильно. Нету 3 буквы С. Есть Th, есть Син, есть Сод. Это разные буквы. То есть нужно брать даже буквы у учителя, чтобы не заблуждаться даже в чтении просто начала, как говорится, изучение букв даже нужно брать у учителя, кто разбирается в выговаривании букв. Читай. Ошибка из-за отклонения взгляда, нарушение зрительного восприятия. Плохая осведомленность о синтаксисе и рабе. И араб называется в арабском языке, и араб. Испорченность, имеющаяся в книге, нарушение синтаксиса. Айраб. В книге синтаксические нарушения, в
в книге. Исправление и починка книги. Написание того, что не читается, и прочтение того, что не написано. Направление, которому принадлежит автор книги. Недостаток копии, плохое переписывание, слитное прочтение чтецом того, что нужно разделять при чтении. Допущение авторов, путаница и смешение друг с другом основных вопросов обучения. Упоминание терминологии, принятой в данной отрасли. Некоторые греческие слова, оставленные переводчиком без перевода. Например, слово «неурус». Все перечисленное мешает получению знания. Тот же, кто читает учителю, избавлен от преодоления этих препятствий. Следовательно, чтение с учителем полезнее и лучше, чем самостоятельное чтение. И именно это мы хотели разъяснить. Ас-Сафади сказал: вот почему ученые говорят: не бери знания у Сахави и Мусхафе. То есть не учи Коран у того, кто научился ему из Мусхафа, и не изучай хадис и другие науки у того, кто узнал их из книг. То есть, вот почему ученые говорят, он тут говорит, не бери знания у Сахафи. Сахафи это тот, кто берет, как говорится, из самих лист, да, и Мусхафа, или тот, кто берет с Корана. То есть он берет чисто Коран и начинает сам учить Коран. И думает он после этого, что он правильно читает Коран. Или думает, что он правильно читает книги и понимает книги правильно. Но однако его правильно не будут понимания, потому что он это изучал без устаза, без учителя. И то есть не учи Коран не у того, кто научился ему из Мусхафа. То есть из Корана, как мы сказали. Не изучай хадис и другие науки у того, кто узнал их из книг. Они опасные, получается. Да, быть может у них правильное, быть может быть правильное много чего, однако у них ошибки будут, много будет просто ошибок. Дальше. Осязаемые физическим подтверждением ошибочности мнения Ибн Ридвана является принадлежащее людям разных эпох и разных наук тысячи биографий, которые переполнены в большом или меньшем количестве именами учителей и учеников. Познакомься немного с биографиями тех, кто имел много шейхов, так что у некоторых из них число учителей доходило до 1000. Например, почитай раздел Аль-Узаб. О тех, кто не был женат. Книга так и называется, о тех, кто не был женат. Как Ибн Таймия, как имам Науи, они не были женаты. В книге Аль-Исфар, написанной автором Абу Хайян Мухаммад Юсуф Аль-Андалуси, умер в 745 году хиджры. Когда при нем упоминали Ибн Малика, говорил: где его учителя? Аль-Валид сказал: Аль-Аузаи говорил: это знание было почтенным и истинным. Истинные мужи получали его друг от друга. Когда же появились книги, то в знании проникли многие из тех, кто его недостоин. Ибн Аль-Мубарак также передал от Аль-Аузаи подобные слова. Не всякого сомнения, получение знаний из книг методом иджазы сопряжено с определенными недостатками. Особенно эти изъяны проявлялись в те времена, потому что тогда не было ни точек, ни голосовок, и слова
подвергались такому искажению, которое могло полностью поменять смысл. Подобные ошибки не случаются, когда знание берется из уст людей. Также нужно отметить, что при передаче текста по памяти возможны ошибки, которые не допускаются при передаче на основе выверенной книги. У Ибн Хальдуна есть ценное исследование, посвященное данному вопросу, которое приводится в его книге Аль-Мукаддима. Один из ученых сказал: кто не получил основы из уст ученого, у того убежденность в вопросах является предположением. Абу Хаим очень часто декламировал такие слова. Отрок полагает, что книга способна направить смышленного к постижению наук. И не знает сей невежда, что в книге есть много неясностей, которые вводят в замешательство сообразительные умы. Если ты стремишься обрести знания без учителя, то собьешься с прямого пути, и спутаются для тебя понятия так, что заблудишься сильнее, чем Тума Аль-Хаким. Третий раздел. Нормы благопристойности ученика в отношении шейха. Еще есть у нас время. 18 глава. Да, соблюдение почтительного отношения к шейху. Читай. Глава 18. Соблюдение почтительного отношения к шейху. Поскольку знание с самого начала не приобретается из книг, а требует наличия шейха, от которого ты получаешь ключи для поиска знания, и тем самым обезопасишь себя от ошибок и промахов. Ты обязан украсить себя почтительностью к шейху, и поистине это залог успеха. Счастье, приобретение и достижение результата. Пусть твой учитель будет для тебя тем, кому ты проявляешь глубокое почтение, уважение, признательность, вежливое, доброе, учтивое, мягкое обращение. То есть, почему он так говорит? Потому что учитель его является, как говорится, наставник. Учителя являются его шейхи, учителя являются наследниками пророков. Посланник Аллаха сказал в хадисе: «Аль-уляма варасатуль анбия». Ученые являются наследниками пророков. Допустим, если у нас есть определенный шейх, учитель, мы должны, альхамдулилля, довольствоваться Аллахом. То есть благодарить Аллаха за то, что Аллах нам даровал того человека, кто нас приближает к Аллаху, приближает нас к краю. И это является одна из причин приближения к краю, этот учитель, этот шейх. И ему должны быть благодарные люди, называются, благодарны этому шейху, наставнику, учителю. Это не значит, что мы должны целовать ему руки, там разные, то, что делают некоторые чрезмерствующие люди в личностях. А должны быть, как говорится, признательность, вежливое, доброе, учтивое, мягкое обращение. Не говоря уже, если он твой близкий человек. Баракаллаху фикум. Дальше. Бывает, брат, иногда жены попадаются, скажем, замужество такому человеку, шейху. И она не поняла, за кого она вышла замуж. Она хочет этого шейха, чтобы он был подкаблучником, допустим. Или хочет, чтобы этот шейх был даюсом. Даюс — это кто-то, кто не ревнует своим женщинам. Или хочет, чтобы этот шейх был, наоборот, не шейхом. То есть не дает этому шейху продвигаться ни в знаниях, ни распространении знаний, ни оберегании этих знаний. Наоборот, она становится враждующая часть, та часть, которая враждует распространению знаний. Саддан ан сабилилля. То есть она становится как преградой распространению знаний. Эта женщина. Когда она должна была, наоборот, служить этим знаниям. А служение этому шейху, то есть помогать этому шейху, помогая распространению этих знаний, она служит Аллаху, получает поклонение. Она этим, наоборот, саддан ан сабилилля. Как шайтан стал на дороге, некоторые сестры так выходят замуж за знающих людей, и так они себя губят, баракаллаху фикум, и не чувствуют они счастья в мире.
Тогда нужно было открыть глаза и посмотреть, за кого ты выходишь замуж. Баракаллаху фикум. У шейха не бывает все хорошо. У шейха не бывает все хорошо, баракаллаху фикум. Читай дальше. Придерживайся в отношении шейха всей совокупности правил благопристойности. Когда сидишь с ним и когда ведешь с ним беседу. Когда задаешь ему вопросы и слушаешь его, веди себя пристойно при перелистывании книги и в отношении книги. Допускай надменности и дерзости, а также пререканий в его присутствии. Не опережай его в слове и при движении ходьбе. Не разговаривай много при нем. Посмотри, что он тут говорит. Веди себя, то есть пристойно. Веди себя пристойно при переписывании, то есть перелистывании книги. Даже если это твой шейх, твой ученый, твой шейх, ты перед ним сидишь, учишь знания. Некоторые сидят в телефонах, другие сидят, разные движения делают. Они пришли на урок. Когда они в уроке, что они должны были? Аккуратно перелистывать даже ту книгу, которую они проходят с шейхом. И в отношении книги они должны вести себя бережно с книгой, но не допуская надменности и дерзости, а также пререкания в его присутствии. То есть нельзя шейха перебивать. Некоторые что делают? А шейх такой-то говорит так-то, а шейх такой-то говорит так, а почему ты так говоришь? Это не уважение к шейху, это не уважение к знаниям, это не уважение, то есть нету этого человека этикета в получении знаний ислама. Не опережай его в слове и при движении, ходьбе. Если шейх впереди идет, не опережай его. Как говорится также этикет с родителями, днем не опережай своего отца или свою мать, не опережай. Как будто охранник ты должен идти позади чуть-чуть. А если темно, не видно, то перед родителями, также перед шейхом, иди впереди. Почему? Если есть опасность или какая-то яма, ты должен оберегать его. Почему? Потому что оберегание его, оберегание знаний. Как оберегание семьи является, главу семьи, как родителей ты оберегаешь, получается, всю свою семью. Это является у нас поклонение Аллаху. То есть, не разговаривай много при нем, не вставляй свои слова, не закидывай свои слова. Когда он говорит, твой шейх, или ведет урок, не сбивай его. Некоторые звонят, когда ведет урок, как я говорю обычно, 9 часов у нас урок, звонит. Хайр, иншаллах. Пусть Аллах воспитает нас должным образом. Сбился, я не знаю, почему вышел. Не допускай надменность и дерзость, а также пререкание в его присутствии, не опережай его в слове и при движении ходьбе, мы сказали шейха. Не разговаривай много при нем, не вставляй свои слова. Когда шейх говорит, не надо свои комментарии делать, пожалуйста, не перебивайте шейха. Когда он говорит, не перебивает, выслушивает его. Когда он говорит или ведет урок, также не перебивает. Не будь настойчив в требовании ответа. Некоторые пишут тебе вопрос, они не знают, шейх, может быть, забыл, может быть, занятый был. Просто вопросительный знак поставьте. Мне тоже вот так вопросы присылают. И я бываю, забываю, отвлекаюсь. Вопросительный знак поставьте. Напомните мне заново вопрос, если ко мне прислали. Не будь настойчив в требовании ответа. И не остерегай, то есть и остерегайся задавать много вопросов. Особенно в обществе, ибо это вызовет у тебя самообольщение, а у него усталость. У шейха не бывает только один человек. У него много людей бывает, баракаллаху фикум. И, допустим, внутри в мечети бывает свое паство. За пределами мечети тоже есть другие люди. Дальше читай, брат. Читай, брат Ахмед. Читай, брат. Слышно? Тогда я читаю. Не обращайся к нему по имени. То есть шейха, своего наставника, устазу ты должен уважать. Это уважение религии. Уважение религии – это уважение самого Господа Бога, как в хадисе посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, сказано:
Инна мин иджлялиллахи, из возвеличивания Аллаха, Господа миров, является что? Уважение старших. Уважение старших, сказано в хадисе посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Также уважение кого? Знающих, дуль ильми сказано. Также уважение до султане сказано в хадисе этом. То есть уважение обладателей власти, допустим, или обладателя власти, или хозяина дома, или хозяина квартиры. Если ты зашел в чужой дом, пожалуйста, чужой дом, уважай эту семью. Если ты зашел в чужой город, уважай этот город или эту страну. Будь почтителен к людям, будь уважающим, то есть уважай их, оберегай их от своего языка, от своих преступлений разных видов. Ведите себя подобающим образом, когда вы бываете в каком-то городе, в селе, в гостях дома. Зус султане, когда мы говорим, в хадисе посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, скажите, охватывает все смыслы. В первую очередь имеется в виду обладатели власти. Обладатель власти — это правитель мусульман, султан или халиф, имам. Дальше, власть имеет кто у себя дома? Отец имеет. Этого отца должны уважать все домочадцы. Жена, дети. Если жена не будет уважать отца, ее тоже не будут дети уважать. Если жена себя неправильно ведет, то тогда дети тоже будут вести себя неправильно. Этот отец, тем более, если он является учителем, шейхом, наставником, тем более, больше они должны его уважать и почитать, и оберегаться его гнева. А тут, как дети, как маленькие дети ведут себя, некоторые люди бывают. Дальше что? Уважение, мы сказали, власть имущих. Уважение кому еще? Самым людям, как говорится, да, аборигенам, местным жителям. Американцы зашли в Америку, получается, да, не американцы, а французы, англичане, испанцы. Они погубили много местного населения, почти 100 миллионов погубили. Разве это подобает для нормальных верующих людей, если они верующие, если они уважали бы Аллаха субхану ва тааля, так себя не вели бы? Итак, уважение места населения говорится в исламе, то есть в хадисе посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше кого уважение мы сказали? Ученых. Это уважение, возвеличивание Аллаха. И он тут говорит, не обращайся к нему по имени или сочетая имя со званием. Говоря, например, о шейх такой-то. Не говори о шейх такой-то. Вместо этого говори о мой шейх. Я шейхи, говорят некоторые арабы. О наш шейх. Я шейхана, говорят, допустим, арабы. И не упоминай его имени. Арабы почему так делают? Уважение, почтение оберегает его имя до такой степени. Почему? Это хадис посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Также мы приведем аят Корана. И не упоминай его имени, ибо это является более высоким проявлением благопристойности. Даже не обращайся к нему во втором лице. Ты не говори ему. И не зови его издалека. Не зови его так. Если только не в крайнем нужде. Если не в крайнем нужде. Неуважение шейха, неуважение ученых, это неуважение самому Аллаху азза ва джалля. Неуважение нашей религии, дорогие верующие. Дальше обратите внимание на то, что упоминает Всевышний Аллах, разъясняя правила благопристойного обхождения с тем, кто обучал людей благу. То есть это что получается? Посланник Аллаха что нам сказал, саллаллаху алейхи ва саллям? Возвеличивание Аллаха он сказал. Это что получается? Обратите внимание на то, что упоминает Всевышний Аллах. Аллах в Коране также это говорит, разъясняя правила благопристойного обхождения с тем, кто обучал людей благу. А самое лучшее благо что может быть? Спасти человека от вечного ада и призывать его в вечный рай. Это самые лучшие люди, которые призывают людей к довольству Аллаха, призывают людей к милости Аллаха, оберегают людей от гнева Аллаха, от наказания Аллаха. Это самые лучшие люди. Они призывают людей к единобожию, опасают людей от многобожия и неверия, призывают людей путь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, путь всех пророков. Путь пророка Мухаммада – это путь всех пророков, алейхиссалату вассалям. Дальше в этом аяте что говорится? Да благословит его Аллах, приветствует. В своих словах Аллах сказал насчет пророка Мухаммада.
Сура развлечений называется 63 аят. Не делайте обращение к посланнику среди вас подобным вашему обращению друг к другу. То есть не зовите своего шейха. Это аят именно посланнику саллаллаху касается. Также дальше касается кого? И его наследников. А наследники пророков кто? Посланник Аллаха сказал: «Аль-уляма варасатуль амбия». Ученые являются наследниками пророков. Пожалуйста, уважайте носителей знаний. Итак, так же, как не подобает, обращаясь к твоему родителю, отцовство которого связано с прахом, говорить «о такой-то». Не говори своему родителю, даже если он не мусульманин, не говори. Уважай своего родителя. Или «о мой отец такой-то», не говори такое. Неприлично допускать этого отношения твоего шейха, тем более. Ахмад, слышишь? Слышу. Читай дальше. Придерживайся. Быстро закончим, а то осталось мало. Шейх, покажите, пожалуйста, она выбила меня только что. Придерживайся почтительного отношения к собранию. Религиозного урока имеется в виду, как сейчас мы ведем, мы должны вести себя подобающе. Придерживайся почтительного отношения к собранию религиозного урока и выказывай радость от урока и получения пользы от него. Если же заметишь ошибку со стороны шейха или нечто неправильное, кажущееся ему правильным, то пусть это не опустит его в твоих глазах, ибо из-за этого ты можешь лишиться его знаний. Да и кому удалось избежать ошибок? Имам Шафи что делал? Имам Шафи просил Аллаха: «О Аллах, не показывай мне недостатки». Делал дуа, он просил Аллаха: «О Аллах, не показывай мне недостатки моего шейха». А если ты хочешь наставить своего шейха, он ошибся, я думаю, шейх, по-моему, так было там сказано, или я ошибся, может быть, скажи. Но не говори шейху, не говори своему отцу, не говори, что ты ошибся. Не говори так. Это не подобает, если твой шейх, твой отец не так делает насиха, баракаллаху фикум. Дальше. Остерегайся практиковать в отношении него что-то, что его раздражает. Сюда относится то, что любители заимствований именуют войной нервов. Имеется в виду проверка крепости знания шейха, его научных способностей и выдержки. Если тебе видится необходимым перейти к другому шейху, то спроси разрешения у своего учителя, потому что тем самым ты лучше проявишь уважение и почтение к нему, сильнее вызовешь в его сердце любовь и расположение к себе. А также придерживайся остальных норм благопристойности, которые являются сами собой разумеющимися для каждого благословенного и успешного искателя знаний. И тем самым соблюди право твоего шейха, как твоего религиозного отца, или как выражаются некоторые кодексы, того, кто вскормил тебя молоком воспитания. Однако термин «религиозное отцовство», используемый некоторыми учеными, более уместен. Знай, что степенью твоего почтения к шейху определяется твой успех и твое счастье, а наличие признаков провала и неудачи зависит от степени упущения в этом вопросе. Да, называется религиозный отец, твой шейх, твой наставник является религиозным отцом. Это является важной, как говорится, личностью для этого человека. Баракаллаху фикум. Важное замечание. Да защитит тебя Аллах от того, что делают инородцы, последователи суфийских тарикатов, а также То есть каких суфийских тарикатов, которые чрезмерствовали в любви своих шейхов, чрезмерствовали,
зашли они через мерзлоту, гулюв называется. У нас должно быть золотая середина в исламе. Дальше. Предпочитающие поздние пути и не следующие путем предшественникам, которые проявляют к учителям смиренное почтение, выходящее за рамки шариатских норм. Они облизывают им руки, целуют их плечи, хватают их правую руку обоими руками при приветствии, как это делают взрослые, желающие проявить ласку к детям. Наклоняются, когда приветствуют, используют в обращении слова, указывающие на слабость, подобострастие, зависимость и низкопоклонство, такие как мой господин, мой властелин, мой покровитель и прочие фразы, произносимые слугами и рабами. Познакомься с превосходными словами, сказанному по этому поводу, выдающимся ученым, последователям праведных предшественников, шейхом Мухаммадом аль-Баширом, аль-Ибрахим аль-Джазаири, алжирец. Умер в 1380 году хиджры. Да смилуется над ним Аллах. Асаруху называется это место. 4/40. Да, на этом, иншалла, мы закончим наш эфир, наш урок. Имеется в виду, это почтение урока, слушание, это является тоже одна из видов поклонения. То есть знание, получение исламских знаний, это является одна из видов поклонения. Когда ты спишь, когда ты живешь обычной жизнью, и ты приобрел знания, и живешь этими знаниями, ты поклоняешься Аллаху Субхану ва Тааля. Нет у него определенного времени, однако любое время получается ты в поклонении, пока ты приобретаешь и получаешь, и есть у тебя есть эти знания. Просим Аллаха Субхану ва Тааля сделать нас из тех, кто получил полезные знания. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах сделал нас остерегающие знания, оберегающие знания, распространяющие знания. Просим Аллаха, чтобы Он нам увеличил полезные знания. Аллахума амин. Есть у вас вопросы?